Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Подых струн» и я ее ведущий Анатолий Длуцкий. Как всегда, программу мы делаем вместе, поэтому задавайте нашим гостям вопросы, делитесь своими впечатлениями и комментарии оставляйте на сайте 3беларусь.бай. А сегодня у нас в гостях автор-исполнитель Анжела Худик. Анжела, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рад встрече. Представьте, пожалуйста, нам вашего друга. Музыкант оркестра ГУВД, ноты знает, вот, Александр Сергеенко. И вы постоянно с ним, больше никаких других... Полтора десятка лет я уже постоянно с ним, и никаких других просто я даже не предполагаю. Постоянство – это замечательное качество. С какой песни вы бы хотели начать свое выступление? Стихи Арсения Тарковского, музыка Валерия и Вадима Мещуков. «Душа». Пожалуйста. Почему, скажи, сестрица, не из Божьего ковша, а из нашего напиться захотела ты, душа? Человеческое тело, ненадежное жилье, ты влетела слишком смело в сердце тесное мое. Сердце может истомиться, яду невзначай глотнуть, и потянешься, как птица, от меня в обратный путь. Но когда ты отзывалась на призывы бытия, непосильной мне казалась ноша бедная моя. Может быть, и так случится, что, закончив перелет, будешь биться, 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 и не отомкнут ворот. Пой о том, как ты земную боли, соли, желчь пила, как входила в плоть живую смертоносная игла. Пой, бродяжка, пой, синица, для которой корма нет. Пой, как саваном ложится снег, ноябревый цвет. Как возвысилась пшеница, да побил пшеницу град. Пой, хоть время прекратится, пой, на то ты и певица. Пой, душа, тебя простят. Почему, скажи, сестрица, не из Божьего ковша, а из нашего напиться захотела ты, душа? Человеческое тело, ненадежное жилье, ты влетела слишком смело в сердце тесное мое. Спасибо большое, очень здорово, очень. Анжела, а как вы выбираете репертуар, очень интересно? Знаете, с очень раннего детства я увлекалась, любила очень Аллу Пугачеву. Она была моим кумиром на эстраде просто. И я только сейчас замечаю, что, наверное, где-то чему-то я научилась, потому что подражала очень много и часто. И ее принцип отбора репертуара, как я прочла только сейчас, это песни от первого лица и песни, которые близки исполнителю. Да. Угу. Вот таким образом я и выбираю. Это должно быть близко мне, очень близко мне, а вернее всего это должно быть про меня. Это очень хорошо. Поэтому у вас получается, как будто вы прожили действительно это все, как будто прочувствовали. Я действительно это все проживаю. Да, и очень точно, и очень хорошо, и по-актерски, так сказать,
по-настоящему. Что вы еще споете нам? Есть в Киеве такой замечательный автор и великолепный, очень теплый человек, которого зовут Владимир Каденко. Я очень много искала, хотелось найти побольше его песен, но не получается, почему-то не находится ничего другого у него. Его песня «Парус». Не то на память, не то на старость, преображением далеких дней в тумане моря белеет парус, все неподвижней и все бледней в тумане моря белеет парус, все неподвижней и все бледней. Слова по ветру летят все те же, но солонее его комок. Увы, не важно, что он мятежен, куда важнее, что одинок. Увы, не важно, что он мятежен, куда важнее, что одинок. В кромешной качке и круговерти крошатся глыбы прибрежных плит, а он не нужен в воде и тверди. Еще немного и улетит, а он не нужен в воде и тверди. Еще немного и улетит. Спасибо большое. А вы не пробовали вместе с Александром петь, чтобы Александр запел? Он поет. Поет? Но по какой-то понятной только ему одному причине жутко этого стесняется. Ну, не то чтобы я совсем этого стеснялся, но просто в дуэте должны быть как-то голоса, в общем-то, как это говорят, сливаться, Дополнять друг друга. дополнять друг друга, подходить друг к другу. А я чувствую, что мой голос, ну, во-первых, по профессионализму не дотягивает очень сильно. А мне кажется, тут причина в том, что Анжела так хорошо сама поет одна, Да. что не надо никакой помощи. Зачем мешать? Да. Да, Анжела, а вы пробовали играть на гитаре тоже, чтобы как-то так без партнера? Очень долго Было желание? очень долго меня уговаривали, и кто только меня не уговаривал. Александр Михайлович Чуланов когда-то говорил: тебе ж руки девать некуда. Да, да, да. Ты же вот должна... Нет, в молодости это был такой жесткий принцип. Если я буду играть на гитаре, я буду такой, как все, а с какой-то стати. А сейчас я понимаю, что если бы я научилась играть на гитаре все равно, так как Саша, я играть никогда не буду, следовательно, уровень аккомпанемента не будет соответствовать уровню исполнения. Целая философия. Как классический, да. да. Как... Анжела, я скажу, что у вас совершенно... Вы поете без гитары, и руки у вас лежат, и это хорошо вы делаете, и не нужна вам никакая гитара. Я знаю, что вы поете песни Булата Акуджавы. Да. Спойте, пожалуйста. Булат Акуджава, вот так она любит меня. Глаза, словно небо осеннего свод, но нет в этом небе огня, и давит меня это небо и гнет. Вот так она любит меня, вот так она любит меня. Прощай, расстаемся, пощады не жди, все явственней день ото дня,
что пусто в груди, что темно впереди. Вот так она любит меня, вот так она любит меня. Ах, мне бы уйти на дорогу свою, достоинство молча храня. Но старый солдат, я стою как в строю, вот так она любит меня, вот так она любит меня. Вот так она любит меня, вот так она любит меня. Спасибо, очень здорово. А много песен было Окуджава у вас? Ну нет, несколько. Очень трудно найти какое-то новое артистическое решение, потому что Окуджаву поют много и часто. Да. И сложно как-то, потому что много я слышала исполнений очень хороших, и достаточно проблематично просто решить самой, как это спеть еще лучше, а подражать, повторять чье-то исполнение тоже не очень хочется. Очень правильно. Вот Булат Окуджава называл себя грустным оптимистом. И действительно, в его творчестве был пессимизм, хотя он был очень жизнерадостный человек. Анжела, как вам кажется, вот как это у него сочеталось, да, как влияло на творчество? Знаете, я очень много знаю оптимистичных людей, для которых оптимизм – это некая самозащита, что ли. Человек может быть очень глубоким, думать о серьезных вещах, прожить непростую жизнь, но то есть легкость характера и поверхностность – это несколько разные вещи. Так вот, бывают оптимисты, которым нужно как-то, себя, наверное, защитить от прожитого, от всего того, что происходило. Да. И если говорить о оптимизме, то не всегда оптимизмом является то, что принято считать. Есть грустные песни, минорные песни, которые совсем не грустные, а очень мудрые. Можно быть серьезным человеком, но при этом быть оптимистом. Анжела, я вас очень прошу, спойте еще, пожалуйста. Мы споем песню Владимира Высоцкого. У Высоцкого песен, которые могут исполнять другие, очень мало. Песен, которые может исполнять женщина, еще меньше. Вот это интересно очень. Поэтому мы споем очень известную его песню, но очень любимую мной. Как она называется? Мы ждем. Так случилось, мужчины ушли, побросали посевы до срока. Вот их больше не видно из окон, растворились в дорожной пыли. Вытекают из колоса зерна, эти слезы не сжатых полей, и холодные ветры проворно потекли из щелей. Мы вас ждем, торопите коней, в добрый час, в добрый час, в добрый час. Пусть попутные ветры не бьют, а ласкают вам спины. А потом возвращайтесь скорей, и выплачут по вас. И без ваших улыбок бледнеют и сохнут рябины. Мы в высоких живем теремах, хода нет никому в эти здания. Одиночество и ожидание вместо вас поселились в домах.
потеряла и свежесть, и прелесть, белизна ненадетых рубах, да и старые песни приелись и навязли в зубах. Мы вас ждем, торопите коней, добрый час, в добрый час. Пусть попутные ветры не бьют, а ласкают вам спины. А потом возвращайтесь скорей, и выплачут по вас. И без ваших улыбок бледнеют и сохнут рябины. Срединою болью болит, и звучит с каждым днем непрестанней вековечный надрыв причитаний отголоском старинных молитв. Мы вас встретим и пеших, и конных, утомленных, нецелых, любых, только бы не пустота похоронных, не предчувствие их. Мы вас ждем, торопите коней, в добрый час, в добрый час, в добрый час. Пусть попутные ветры не бьют, а ласкают вам спины. А потом возвращайтесь скорей, и выплачут по вас. И без ваших улыбок бледнеют и сохнут рябины. Спасибо большое. Очень просто настрой. Я бы никогда не подумал, что это песня Высоцкого. Во-первых, я, например, ее не знал. Это раз. Правда? Да, честно. А во-вторых, вот так, как вы спели ее, как будто это вообще ваша песня. Очень хорошо. Поэтому люди заблуждаются, слушая мои песни, они обычно спрашивают: а вот какие замечательные песни вы пишете, как вам это удается? И я некоторых даже не переубеждаю. И правильно, Пусть не я надо. пишу их сама. А вы вообще стихов не пишете, да? Я закончила это в 16 лет. Почему? Я обозвала их подростковыми страданиями. Я читала очень хорошую поэзию. И это хорошо. Конечно, с одной стороны, когда читаешь хорошую поэзию, потом начинаешь понимать, что куда мне до этого Да. всего. Да. Хотя это неправильно, потому что если у человека есть что сказать, да, надо пробовать все. Правильно, Александр? Я говорю? Конечно, конечно. Это вот под пятой гения называется такое понимание, да, что ой, это все было, и это уже лучше меня кто-то сказал. Да. И- Я нашла более удачный способ. Я беру чужие песни и пою их как свои. Анжела, и вы это так замечательно делаете. Сколько лет вы уже поете? Трудно вспомнить. Первый мой фестиваль «Зеленый гран-при», он и сейчас проходит в Гродно. Да, мы знаем о таком. Я попала на него впервые в 87 году. А вот с тех пор и пою. И Авторскую песню, по крайней мере. да, вы завоевали какой-то там приз. А я тогда пела одну свою песню и одну чужую. Даже, кстати, уже не помню, что я там пела. Меня не знали, куда девать вообще, к чему отнести. Такое бывает очень часто, кстати. Это говорит о гениальности. О, да, я гений. Непризнанный. Да. Вот, поэтому специально для меня придумали приз за верность жанру. И вот с этим призом я ушла, отмеченная Витебским клубом авторской песни «Аккорд». Там же нашла своего автора Татьяну Лиховидову, первого автора, и сказала себе, что лучше петь чужое, ну хорошо, чем писать и петь свое бездарное. Александр, мы с этим согласимся и, Да, и попросим еще спеть. Вам-то все равно деваться некуда. конечно. Пожалуйста. Нет, Анжела действительно очень хорошо, очень просто. Пожалуйста, еще песню. А у нас сейчас песня Александра Дольского. Он, кстати, мой любимый автор. Я считаю Александра Дольского своим духовным наставником, потому что очень многому учишься благодаря его песен, очень много извлекаешь из них жизненной мудрости. Александр Дольский, «Птица любовь». Пожалуйста.
знаю, приснилось лето, в груди ли щемящая новь закрыла глаза на полсвета, мне певчая птица любовь. Не поздно ли в тихую осень уверовать в транспорт любой? Меня над землею возносит гигантская птица любовь. Меня над землею возносит гигантская птица любовь. За эти часы вознесения грядет беспокойство и боль. Прошу, отпусти во спасенье, беспечная птица, любовь. И как бы обманут я не был, молясь на простор голубой, живет на земле, а не в небе прекрасная птица любовь. Живет на земле, а не в небе прекрасная птица любовь. От этой беды неминучей в дорогу пожитки готовь. Не то Прометея замучит жестокая птица любовь. И пусть оправданием поверья придет одиночество вновь, в руках моих яркие перья оставит жар птица любовь. В руках моих яркие перья оставит жар птица любовь. Высокая поэзия. Очень хорошо, очень здорово. А с кем еще из поэтов, композиторов вы работаете? Ну, не то чтобы я работала. Ну, я понимаю, вот кто нравится, вот как... Периодически, крайне редко, но и песен немного, пою нашего родного белорусского, любимого всеми Александра Баля. Пою песни Ольги Залесской, Елены Казанцевой. Вот, опять же, Высоцкий, Акуджава, Елена Печинина, Татьяна Лиховидова, наши белорусские авторы. Много сейчас, кстати, всех так и не припомнишь. Но мне кажется, Анжела, вы придете к тому, что вот всех напоете, скажем так, да, и потом придете к тому, что надо все-таки брать и писать свои стихи, свои песни. Вынуждена разочаровать вас. Я никогда к этому не приду. Ну, никогда не говорите... как знать, да. да. Никогда не говорите никогда. Я даже не представляю, что со мной нужно было бы сделать, чтобы я к этому пришла. Я уговаривал ее, чтобы хотя бы прочла свои стихи, которые Да я их когда-то уже в не юности помню. были написаны. Я, как Но так все и не гениальные добился. поэты, своих стихов не помню. А вот я почему в прошлый раз спросил, да, вопрос был о том, что как долго вы поете, потому что волнение остается в вас вот перед каждым выходом на сцену, перед записью. Как только до выхода на сцену остается последний шаг, тут же пропадает волнение. Ты уже просто себя не помнишь, потому что просто я никогда на сцене нет у меня такого, я стараюсь петь чисто, я стараюсь не фальшивить, я ничего не стараюсь. Я просто делюсь тем, что я знаю, и тем, что я умею. Анжела, это очень хорошо, это очень правильно, это здорово, но к этому надо
прийти. Вы уже пришли к этому. Мы с Александром сказали, что вы уже к гениальности где-то так близко Всё, да. Да. к гению. Все, да, нужно что теперь, или бросить, или Признаем, умереть, что делать? признаем. Нет, просится еще песня, потому что действительно очень хорошо вы поете, очень. И самое главное, что действительно не хотите никому не понравиться, да, вот не Да, стараетесь. да. Нету такого, вот мне надо доказать кому-то Да, что-то. вы знаете, я когда-то разговаривала с одним автором, не буду называть его имя, и мы говорили, зачем вообще писать, петь. Он сказал, я пишу песни для того, чтобы нравиться женщинам. Ну, а когда ты постареешь, интересно, тебе уже не захочется нравиться женщинам, или не до того просто будет, ты Нет, перестанешь такие писать. Ну, мне кажется, что это не главное, как-то не главное. Я скажу больше, Анжела, и женщинам будет не до него уже. Вот. Ну да. Когда- Просто чтобы он не делал нравится, он уже не будет. Да, у нас такая хорошая беседа, так все это льется, но песня главнее всего, потому что я думаю, что нашим телезрителям очень нравится, как вы поете, а поэтому, пожалуйста, Анжела, спойте. Ну что ж, пришло время обратиться к нашим белорусским авторам, и песня Оли Залесской. Пожалуйста. Выдохни меня именем, нарисуй меня пламенем. Ах, какие мы в радуге ли в гамме ли, пастораль моя пыльная, звук рожка над овечками. Что тебе в моем имени, что тебе в моих свечках? Старомоден звук клавиши, молоточек по струночке. Нарисуй меня дервишем на восточной наулочке. Пробуди меня брошкою, запылившейся в бархате. Разыщи меня кошкою, заблудившейся в слякоти. Крошкой хлебной вырони, теплым голубем рани меня. Выдохни меня именем, нарисуй меня пламенем. Спасибо. Мне нравится, как все по-своему, как все, да, не то, что я вот, и действительно ты не понимаешь, чья это песня. Вы чья. знаете, вот здесь я должна сказать и по делу, и не потому, что я захваливаю Сашу, мне очень повезло с гитаристом. Потому что как только, Я думал, вы будете о Залесской говорить. как только мы находим песню, и Саша учит все эти аккорды и все, что ему нужно, тут же он придумывает какую-то свою аранжировку, и у меня уже никакого другого выхода не остается, кроме того, что петь ее по-своему, потому что он не играет, как играет автор. Ну, Да, я понимаю. наши барды Да. не все так играть умеют. Вот. Поэтому у меня выхода другого нет, правда, благодаря моему аккомпаниатору. Но я скажу, что Александр не делал вот такие аранжировки, если бы вы хорошо вот так не пели, как вы поете. Абсолютно И опять, верно. Да, и опять я подтверждаю то, что настолько своеобразно, по-своему, вот как будто действительно это вы все сочинили. Пожалуйста, еще песню. Система взглядов и понятий меня тревожит, перестань. Я захочу твоих объятий, и ничего со мной не станет, и ничего со мной не будет. Я просто выпаду из зала, меня немножечко убудет. Отъедет поезд от вокзала. Я целовала твои руки, стихами белыми болела, и я с ума сошла под скуки, когда б тебя не пожалела, когда б тебя не пожелала, я не смогла бы жить на свете. Я слишком многого не знала, но ты за это не в ответе. Система взглядов и понятий меня тревожить перестань. Я захочу твоих объятий,
И ничего со мной не станет, и ничего со мной не станет, и ничего со мной не станет. Спасибо. А, Анжела, вы такой философ, а вот художникам и поэтам говорят, больше дано, чем простым смертным. Вы согласны с этим? Ну, художники и поэты тоже простые смертные, если повнимательнее присмотреться. Просто есть люди, которым больше дано. Ну, И есть люди, которые не художники и не поэты, а простые смертные, но дано им так много, что... тогда вопрос, Просто некоторые этого не замечают. вопрос тогда, почему не стали? Ну, много причин. Можно не захотеть, можно не смочь. Может быть, так сказать, зерно не упало в благодатную почву, все что угодно может быть. Не Не в стали. ту почву, не в Да, то время. да, не в то время. Александр, мне очень нравится разговор, очень. И Анжела так это все, как будто она читает какую-то книгу или прочитала, все знает, все. Я их прочитала еще много просто. Нет, Вот книгу, Я книгу по книгам- жизни. По книгам и разговариваю сейчас. Да, Много книги прочитала. жизни, мудрости. Пожалуйста, песню. Песня Натальи Дудкиной. И исполняется эта песня от мужского лица. Иногда ты находишь такие песни, в которых мудрый житейский текст. И спеть невозможно. Вот она, как бы, да, правда жизни, и никуда от которой вообще не денешься. А почему спеть невозможно? Не спеть, не спеть невозможно. да, невозможно. Да, согласен. Как называется, вот интересно? А я напьюсь. In vino veritas. Да. Пожалуйста. А я напьюсь, как не бывает, чтобы было чем сравнить. В поле ветер завывает, а я напьюсь, как не бывает, упаду между ведрами. Ах ты чистая водица из колодца у плетня, и буду я у ведер биться, как подраненная птица, но не за тем, чтобы напиться, а чтоб уважили меня. Ведьма, что ли, озорует, зазывает на гурьбу, и как подраненная руя рву пиджак, как мерен сбрую, а жилы вздулись на лбу. А просил-то хрен с копейкой, невелик бы был урон, чтобы скинула шубейку. Что просил-то хрен с копейкой, а она молчит, злодейка, и глядит, как с похорон. Очи долу, губы сжаты, а я ведь это не со зла, я ведь ей не провожатый, бедрами в сенях прижатый, я ей муж, хотя и даты. Ну пусть расскажет, где была. Я не хочу про бабу Клаву, про девишенек до темна, и покобенюсь я на славу. Может, даже я не правый, но мне обидно за державу, в ней нет порядку ни хрена. Коль жена моя до ночи треплет с девками язык, это значит, между прочим, что с мужем быть она не хочет, а я к такому не привык. И покуда я корежусь, не желая спать в кровати, вон сейчас как шарахнусь от порожек, и с окровавленной рожей прямо в лужу лягу спать. Ах ты, чистая водица, не по делу разлета, так как далеко столица, ждать подмоги не годится, ну, значит, буду сам у ведер биться, строить счастье на местах. Спасибо большое. А какие легче песни петь? Грустные, философские или какие-то такие более веселые, шуточные? Что вам больше нравится? Здесь, наверное, дело не в этом. А Какие в чем? они, философские или...
Здесь все дело в том, насколько, наверное, хочется донести, насколько сложнее что-то доносится, потому что есть песни, которые петь невозможно. Есть песни, которые никогда не спою, простите. Именно по той причине, что без слез я эти песни петь не могу. Есть песни веселые, которые я не спою никогда, потому что они не соответствуют уровню моего репертуара. И настрой вашей души. И настрой моей души, да. В общем, по-разному очень бывает, и разные песни, они... Это, Анжела, я почему спросил? Потому что у вас получается и то хорошо. Вот это... Но веселых песен почему-то меньше, их найти труднее, потому что есть какие-то такие странные чуть-чуть, вот совсем немножечко, и образуется уже уклон в каком-то пошлом направлении. Либо текст не соответствует, потому что не очень высокого уровня, и поэтому веселые песни находить очень сложно. Да, их и не так много, и их надо еще уметь петь, самое Хотя главное. если вдуматься в веселые песни, то они оказываются иногда грустнее грустных. Но это опять Там же... есть всегда очень глубокая мысль. Анжела, и хочется разговаривать, и хочется песни слушать. В заключении нашей беседы, пожалуйста, песню. Автор песни Дмитрий Киммельфельд. Имя автора произнести гораздо сложнее, чем спеть. весь текст песни. Пожалуйста. На всех мужчин мне глубоко плевать. Я холодна, как льдина в Антарктиде, и никогда мужчинам не узнать, как хороша я в неудетом виде. Я выставок премьер не пропущу, читаю каждый номер иностранки, и, как положено, в неделю раз грущу. В парилке или после важной пьянки все мужики, конечно, подлецы, а бабы думают, но не без причины бегут гуртом, спешат все под венцы, лишь для того, чтобы в доме был мужчина, а мне на них всех глубоко плевать. Я холодна, как льдина в Антарктиде, и никогда мужчинам не узнать, как хороша я в неодетом виде. Ах, это тайна на века. Узнать ее нет никакой надежды, лишь об одном вздыхаю я слегка, что не видал я мужчину без одежды. Спасибо большое. Жалко, что время быстро так пролетело, но мы всегда будем рады видеть вас. У нас в гостях были Анжела Худик и Александр Сальенко. Это была программа «Подых струн», и я, Анатолий Длуцкий. Счастья вам, здоровья, любви и всего самого-самого хорошего.